Накануне в спутнике космодрома «Восточный» в городе Улигорске Амурской области состоялась встреча делегации Якутии с главой Федерального агентства Роскосмос Олегом Остапенко. Были обсуждены актуальные вопросы, волнующие сегодня население тех районов, куда планируется падение отделяющихся частей ракет. Напомним, в эту зону попадает и Якутия. Беспокойство жителей, в частности, вызывает экологические вопросы, связанные с возможной токсичностью ракетного топлива и последствий загрязнения окружающей среды опасными веществами. Участники совещания пришли к мнению, что данные опасения вызваны недостаточной информационной работой, проводимой как Якутией, так и Роскосмосом. Первым совместным шагом по разрешению этой ситуации станет научная конференция, которая пройдет в Якутске в апреле. Будут приглашены ведущие специалисты Роскосмоса, ученые Академии наук и другие профильные специалисты. Добавим, что представители космодрома «Восточный» заявляют, что ядерная технология в этом проекте нигде использоваться не будет. На Якутию планируется, что будет в поле падения падать вот этот центральный блок. И, соответственно, головной обтекатель. Нигде не будет использоваться ядерная технология. То есть не будет, так сказать, ядерных реакторов, не будет ядерной технологии. Второе. Сама ракета-носитель, вот если мы берем ракету-носитель, которая, в частности, планируется запускать в 2015 году, она состоит из первой ступени, второй ступени, третьей ступени и головной части. Вот сама ракета-носитель – это до головной части. Здесь не предусмотрено наличие токсичных компонентов агрессивных, то есть гептиламид. Что значит не предусмотрено? То есть на стартовом комплексе не будет хранилищ для заправки, не будет стыковочных магистралей, не будет дренажных, значит, этих, соответственно, магистралей. И вот то, что было раньше в ракетной дивизии, 27-й ракетной дивизии, когда существовала здесь, в Углегорске, где был гептил, где был амил, где головная часть, естественно, была ядерной головной частью. Вот это все убрано. Хранилища, которые были, так сказать, для гептила, для амила, они демонтированы, разрушены и рекультивировано помещение, то есть даже негде хранить. В свою очередь, вице-премьер Якутии Анатолий Скрыбыкин подчеркнул, что необходимо провести ряд проверок в зоне падения этих объектов и организовать медобследование жителей на местах. Необходимо произвести мониторинг до территории, мест приземления вот этих отделяющихся частей космических ракет, для того, чтобы определить последствия после того, что будет. Кроме того, Олег Николаевич согласился с позицией республики о проведении медицинского обследования населения в тех зонах, где будут на тех территориях, которые будут использованы для падения этих отделяющихся частей.